Добрый день, Беслан Владимирович. Расскажите нам об итогах деятельности администрации района в 2023 году. Добрый день, Аслан Георгиевич. Очамчирский район составляет общая площадь 180 800 гектар. Из них сельскохозяйственного назначения 52 668 гектар, пашни 3200 гектар, в залежах у нас 7800 гектар. Население на 1 января 2023 года составляет 26 тысяч человек, 27 сел, сельское население 20 300 человек, городское население 5700 человек. Из них трудоспособного населения 15 400 человек, пенсионеров 8 744 человека, которые из них получают абхазскую пенсию 5 244 человека, российскую пенсию 3500 человек. Теперь приступлю, наверное, к исполнению бюджета за 2023 год. В 2023 году, как вы знаете, год был у нас сложный. План был на 186 миллионов 980 тысяч, исполнилось на 109 миллионов 924 тысячи. Из-за того, что промысловой хамсы не было. У нас порядка 60-65% всех налогов это составляют рыболовецкие предприятия. Но, тем не менее, мы со своими обязательствами справились по заработной плате, выполнили часть работ, какие были мероприятия в сфере и культуры, и образования. Вот хочу вам перечислить те работы, которые мы провели за счет собственных средств, за счет президентского фонда. Из собственных средств у нас была укладка тротуарной плитки на набережной на сумму 4 миллиона 130 тысяч рублей, устройство 3 парковочных площадок для автомашин и также ямочные работы на сумму 4 миллиона 15 тысяч рублей, устройство питьевого фонтанчика на набережной, сумма 676 тысяч рублей, условка площадки для тренажера и установки спортивного оборудования 2 миллиона 818 тысяч рублей, устройство территории ветлечебницы 1 миллион 438 тысяч рублей, облицовка парапета по набережной на сумму 4 миллиона 248 тысяч рублей. Значит, наружное освещение было выделено 344 тысячи рублей. Приобретена была спецтехника для МУП «Горстрой», автомобиль КАМАЗ на сумму 3 миллиона 450 тысяч рублей, а также экскаватор для МУП «Водоканал» на сумму 4 миллиона 700 тысяч рублей. Приобретена была задвижка, та, что питает город, 628 тысяч рублей. Также был заменен трубопровод по улице Лабахова на сумму 832 тысячи рублей. Очистки ливневой канализации, улица Адлиба, Эшба, микрорайон Меркулах на сумму 1 миллион 736 тысяч рублей. Подключение многоквартирного дома, улица Куртава, 30, на сумму 327 тысяч рублей. Было также устройство крыши в селе, как вам известно, в селе Аракичи там был ремонт сделан, но там часть были за частные деньги, ремонт произведен, а часть мы сделали там по электроснабжению, это 603 тысячи рублей потратили. За счет средств республиканского бюджета также очистка реки Адзыква 3 километра 6 миллионов рублей, очистка ливневой канализации в 9 микрорайоне 1,1 километр, очистка ливневой канализации в 6 микрорайоне 400 метров, устройство насыпной дамбы по улице Кабба, строительство мини-спортивных площадках в селе Баслаху на 5 миллионов 585 тысяч рублей, в селе Пакващ 4 миллиона 399 тысяч рублей, село Тхина 2 миллиона 160 тысяч рублей. Строительство ФАПов в селах Куто, Ладзюбжа, Пакващ, Гарда на сумму 7 миллионов 537 тысяч рублей. ФАПы функционируют? Да. Сколько человек работает? Ранее были ФАПы в этих селах? Нет, ранее, в Кутолах была, но его новые построили. Они при школах все были. Кабинеты были выделены. А сейчас тоже при школах? Кое-где вот у нас остаются еще при школах. А есть отдельное, да, новое здание? Вот где-то, что я сейчас перечислил, это отдельно стоящее здание. Но вы бывали там, смотрели? Да, конечно. Как все сделано? Отлично. Качественно? Хорошо, качественно, красиво, нормально.
Хорошо. Сколько ФАПов? 6? Было построено 6 ФАПов в селах Кутол, Адзюбджа, Пакваш, Джгярда. Все ФАПы новые, в Джгярдах отремонтированы. Хорошо, спасибо. Ремонт кровли школы село Киндах. 12 миллионов 400 тысяч рублей. Ремонт школы в селе Баслах на сумму 2 миллиона 785 тысяч рублей. Ремонт санузлов село Моква на сумму 2 миллиона 995 тысяч рублей. Ремонт спортзала в селе Джал на сумму 1 миллион 197 тысяч рублей. Капитальный ремонт кровли здания Мокского собора на сумму 4 миллиона 353 тысячи рублей. Ремонт кабинета Вачамчирского военкомата на сумму 639 тысяч рублей. Значит, был произведен строительство и капремонт в селе Пакваш, мост смыло паводком. Тоже в том году сдали объект, запустили. Вложений было 15 миллионов 13 тысяч рублей. В селе Лабра 2 внутрисельских моста и мост между селами Лабра-Кутол на сумму 5 миллионов 877 тысяч рублей. Ямочный ремонт дорог в селах Куада, Кочара на сумму 822 тысячи рублей. Ремонт автодороги в селе Меркула на сумму 3 миллиона 128 тысяч рублей. Строительство моста на автодороге в Морпорт на сумму 2 миллиона 679 тысяч рублей. Расчистка и регуляция русла рек в селе Кутол на сумму 4 миллиона 747 тысяч рублей. В селе Чулово проведены работы на сумму 7 миллионов 72 тысячи рублей. Расшифровываю, значит, в Чуловах, то это заменена кровля здания сельского дома культуры на сумму 5 миллионов 336 тысяч рублей. Замена кровли здания администрации на сумму 562 тысячи рублей. Построен санузел на сумму 1 миллион 153 тысячи рублей. Строительство и ремонт памятников Отечественной войны народа Абхазии на сумму 6 миллионов 102 тысячи рублей. В том числе в селе Меркула на сумму 3 миллиона 953 тысячи рублей, в селе Чулов на 1 миллион 900 тысяч рублей, в селе Адзюбжа на 248 тысяч рублей. При поддержке Госкомитета по репатриации отремонтированы памятники в селе Араду на сумму 523 тысячи рублей, в селе Тхина на сумму 1 миллион 625 тысяч рублей. Также адресная помощь была оказана при последствии стихийных бедствий города Очамчира из средств резервного фонда президента 10 миллионов 200 тысяч рублей. Из местного бюджета потрачено на ремонт домов после пожара стихийных бедствий 70 семьям 4 миллиона 254 тысячи рублей. Обустройство скважин оказали помощь 60 семьям. Это села Акваска, Меркула, Гуада, Джал, Ашкиндар, Баслаху, Арасадзых, Чулов на 2 миллиона 260 тысяч рублей. Инвестиционная программа в рамках финансирования инвестиционной программы 23-25 год в районе будет реализовано 4 мероприятия на сумму 97 миллионов 705 тысяч рублей. Капитальный ремонт водоснабжения на сумму 16 миллионов 168 тысяч рублей. 24-25 года предусмотрена реализация следующих проектов. Водоснабжение села Атара на сумму 20 миллионов рублей, внутригородские дороги по этому году на сумму 50 миллионов рублей. Мероприятие за счет резервного фонда президента Республики Абхазия и резервного фонда Кабинета министров. Материальная помощь на ликвидацию последствий наводнения, пожары 10 миллионов рублей. Помощь организации конно-спортивных мероприятий Муквашта на День Победы 400 тысяч рублей. Пошив национальных костюмов для ансамбля Ирцаху 1 миллион 257 тысяч рублей. Какие инвестиционные проекты реализуются на территории района? Реализована программа по освещению республиканской трассы сегодня до перекрестка города Кварчал, а также въезд в город. Это, конечно же, влечет в первую очередь безопасность, потому что люди спокойно начали ездить. У нас очень много было там скотины, ходила бесхозная, которая, соответственно, были ДТП совершены с смертельным исходом. Это гораздо обезопасило сейчас дорожное движение, чтобы люди могли более свободно передвигаться. Хорошо. На что хотел бы обратить ваше внимание. В прошлом году вы выполнили объемные работы по проведению порядка, значит, прилегающей к республиканской трассе территории. Эту работу необходимо
и в этом году тоже продолжить, потому как это, во-первых, безопасность, во-вторых, когда симпатично и красиво, это нравится и жителям, и нашим гостям. А по прогнозу специалистов в этом году у нас гостей должно быть больше, чем в прошлом году. Это один из вопросов, на который я хотел бы, чтобы вы акцентировали внимание. И вопросы, связанные с ведением строительных работ вдоль республиканской трассы. Все должно быть в соответствии с нормативами на определенном удалении, с тем, чтобы завтра у нас была возможность расширить эту трассу и при этом во избежание всевозможных конфликтных ситуаций. Это надо иметь в виду. Аслан Георгиевич, если позволите, сегодня мы уже приступили к уборке трассы, уже сегодня работает техника, выехали и Автодор, и мы также помогли своей техникой, и уже начали работу в этом плане работать. Мы ждали погоды, просто вот погода восстановилась, были ураганы, там много посносило деревьев, вот. Работы ведутся уже. И еще на что необходимо обратить внимание, вместе с Министерством просвещения. В этом году будет реализована программа республиканская по оснащению всех, без исключения, общеобразовательных школ в Абхазии спортивными площадками. Вы свяжитесь с министром, и необходимые материалы уже должны были быть подготовлены, места выделены, и берите части вашего района эту работу под контроль. Я слышал о том, что вы намерены в этом году выполнить масштабную работу по озеленению республиканской трассы и города Чемчир. Если это так, то расскажите нам, о чем идет речь, поподробнее. Да, мы по прошлому году буквально закончили в декабре месяце посадку сосны, где-то больше 100 деревьев посадили. В этом году опять начали работы по озеленению. У нас весь город мы сейчас засаживаем, сегодня тоже идут работы. Мимозовую аллею хотим сделать. А потом это будет у нас от перекрестка на город Чемчира Мимозовая аллея, а дальше уже хотим засаживать идти кипарисами. Работы идут в этом направлении. Также будем озеленять город пальмами. Есть у нас, значит, те же рыболовеческие предприятия и угольщики, которые заявили желание помочь. Они оказывают нам финансовую поддержку, и мы закупим в этом году, я думаю, порядка 300, может 400 пальм. Сейчас с ценами там дорабатываем. В этом году это хорошая история. И нужно высадить в этом году как минимум 1000 кипарисов к этим пальмам. Я вам в этом плане тоже помогу. Спасибо. По сельскому хозяйству в 2023 году было засеяно кукурузой 1700 гектар. Собран урожай кукурузы в количестве 5500 тонн. Собрано 1400 тонн орехов фундука. Собрано цитрусовых около 7000 тонн. Также ведомственной целевой программы Министерства сельского хозяйства в 2023 году приняло участие 131 человек. 121 из них выделено 34 миллиона 341 тысяча рублей. Трудоспособного населения, как я уже и говорил, 15 400 человек. Из них в госсекторе задействовано 1500 человек, в частном секторе около 1000 человек. Спасибо за представленный материал. Считаю, что работа удовлетворительная, четко обозначены проблемные места и рассчитываю на то, что они будут методично, системно, шаг за шагом решаться. Желаю успехов. Спасибо.